Ассаламу алейкум. Сегодня очень сложно увидеть преступления, которые творили федералы на нашей территории, на чеченской земле, в период обеих войн. В первую войну эти преступления были более крупномасштабны, чем во вторую, потому что во вторую, буквально укрепившись, заняв равнинную часть, федеральные силы быстрым шагом передали все вот эти действия в так называемые чеченские руки таких людей, как Ямадаевы, тогдашней службы безопасности Кадырова и других там, Маулади Байсаева, кто и там еще был у них там, какие вот эти люди. И чтобы доказать свою лояльность, эти люди просто в разы переплюнули своих хозяев в преступлениях, в унижении, во многих вещах. И сегодняшнее поколение, которое выросло, они видят только то, что творили и творят именно кадыровцы, люди, которые работают на российскую власть. Но под всем этим мы должны помнить, мы должны знать, с чего все это начиналось и как все это развивалось. Я могу привести одну историю как пример. Имена называть я не могу, к сожалению, потому что люди, даже те, кто погибли из этой истории, их родственники, они не будут не рады тому, чтобы оглашать. И люди, которые сидят по сегодняшней. Мне рассказал эту историю мой близкий друг. Вот, его пленили кадыровцы. Вот, после недолгосрочного допроса, после пыток, а тогда это было так, что у них было некое соревнование между кадыровцами и СБшниками, ФСБшниками, ГРУшниками, обычными даже ментами. У них было некое соревнование, кто первый поймает того или иного человека, кто первый раскроет то или иное преступление, или вообще кто сделает результат. Вот, имеется в виду с чеченской стороны, чеченцы, которые работали. Вот, и все эти люди после того, как пленили, там, раскрыли какое-то преступление, они в спешном порядке все это как какой-то трофей преподносили к ногам своих хозяев, то есть русских. Вот. Также был пленен мой друг, его пытал сам Кадыров в очень жесткой форме, пытал именно его окружение, непосредственно патриот, так называемый Абуизир Исмурадов, ужаснейший человек на самом деле, он очень жестко. Сложно сказать, кто из них ужаснее, Кадыров или Висмурадов, потому что они пытают крайне, очень ужасно на самом деле. Вот, после того, как пытали этого человека, моего друга, они, как трофей, передали его в Ханкалу. Вот. В Ханкале пытки его продолжились, все его истязания, все унижения, все это продолжилось, но все это делалось руками русских. Когда тебя пытают русские, когда тебя пытают твои враги, это не так уж больно бывает. Да, это больно, конечно, ужасно, но не так больно, как тебя пытают твой соотечественник, твой брат, человек, который говорит на таком же языке, как ты, и по сути человек, который был буквально недавно на той же стороне, что и ты. Вот. Все попытки принудить моего друга, склонить к чему-то, какому-то признанию, к чему-то были тщетны, он держался очень достойно на самом деле. И в один вечер его вывели на улицу, перед ним поставили этого парня. Вот. И человек 6 федералов его начали пытать. Его пытали очень сильно. Упытали так сильно, что он спустя какое-то время терял сознание. Единственное, что произносил этот человек, он читал суру Ар-Рахман. Он читал суру Ар-Рахман. Он читал эту суру. Единственное, что он говорил, это читал суру. Он читал суру, терял сознание. Как только он приходил в сознание, он продолжал там, где останавливался.
Когда мне рассказывал мой друг он не мог сдерживать слез. Это было очень сложно для него рассказать. Он хотел мне это рассказать, эту историю, чтобы я понял, кто наши враги и что происходит вообще вокруг нас. Вот. Этот парень единственное, что читал, он читал суру Ар-Рахман. Федералы его, заткнись, говорили ему, били его, он терял сознание, приходил в себя. И после непродолжительных пыток они не дали ему закончить читать суру. Один из этих федералов передернул автомат и выстрелил очередью в этого парня. То есть этот парень погиб прямо перед глазами моего друга. Вот, он погиб, они оттащили его тело, он не знает, что с ним стало. Вот. Зачинщиками беспредела, зачинщиками геноцида, всего этого, всех наших бед непосредственно являются федеральные силы. Потому что они не считали нас за людей, потому что российская власть им сказала, это территория, на которой вы можете делать, что хотите. И они делали, они исполнители неплохие, они делали, творили все, что хотели. Я уверен, что 80% из тех людей, которых посылали нас покорить, были просто уверены в том, что мы не люди, что с нами можно что угодно делать. Но в эту войну эти люди очень быстро ушли с арены, и все эти пытки, унижения, лишения, все, что творился, весь беспредел, они передали в чеченские руки. И им уже ничего не нужно делать. Это все делали чеченцы своими руками, покоряли для русских чеченский народ. И то, что сегодня происходит, непосредственно курируется именно этими людьми. И если тот или иной чеченец перестает служить им, этот чеченец тут же, как Ахмад Кадыров, пускается в воздух. Эти люди непосредственно виновны в том, что позволили федералам покорить наш народ. В большей части вот это видео, оно направлено к молодежи, которая родилась во время войны, но выросла уже в другой реальности, то есть выросла в кадыровской, Чечне, в кадыровских вот этих проявлениях. И если мы не будем помнить нашу историю, не будем помнить, кто мы есть, нас действительно сделают совершенно другими людьми. И у нас действительно не будет никакого будущего. Мы просто растворимся и перестанем существовать как этнос, как народ. Вот именно это с нами и хочет сделать Кадыров. Именно вот эта задача поставлена Кремлем кадыровскому режиму в Чечне, чтобы мы перестали быть собой. Вы не помните всего этого ужаса, вы были очень малы. Но вот ваши отцы, ваши дяди, ваши старшие братья, двоюродные братья, они прекрасно помнят все это. И, к великому сожалению, большая часть нашего народа не в состоянии даже в своей семье говорить о том, что было, своим детям рассказывать. Даже людям, которым сегодня 20-25 лет, они не знают, кем был их отец. Они не знают, через что прошел их отец, дядя, другие родственники по мужской линии, даже по материнской линии. Сегодня, когда нас заставляли забыть, кто мы, заставляли молчать, это было по-другому. Но сейчас прошло такое время, как волна. Сейчас мы сами молчим, мы сами не говорим, и на подсознательном уровне мы боимся. Как, например, мне приводил один пример мой
один знакомый, который говорил, что в советское время его отец за то, что он государственную собственность откуда-то взял, ему дали какой-то срок. И вот когда мы ходили на сенокос, он говорил, мы видели, что лежат бесхозные тюки вот эти, собранные кем-то. И мы один раз шли, они там были 2 раза, 3 раза шли, они там лежали. И я, говорит, сказал отцу, давай возьмем, они все равно пропадут. А у его отца была память, что за хищение государственной собственности он получил срок. И помня это, он не давал взять, он дал сгнить этой траве, а эта трава сгнила там. Вот то же самое сейчас происходит с нами. Те люди, которые прошли пытки, прошли унижение, войну, лишение, голод, эти люди не должны молчать, они должны говорить, но говорить правду, не насаждать ненависть своим детям и своим младшим братьям, а говорить правду, что вот было так, было так. Мы не говорим про это. Поэтому сегодня существует кадыровский режим в Чечне. Поэтому Кадыров без зазрения совести говорит, что разогнал 1500 человек. Поэтому Кадыров говорит без той же зазрения совести, говорит, что Бараев за него платил 2 миллиона. Это смешные вещи. Он говорит это, потому что мы молчим. Мы позволяем ему это говорить. В нашем обществе всегда было порицание. Когда кто-то что-то делает, мы всегда его подправляли, правили, говорили, что это правильно, это плохо. Но сегодня, да, можно понять, конечно, людей, которые прошли лишение, унижение, что они боятся всего этого, они не хотят повторения, не хотят лишения, не хотят всего этого. Даже моя мама, она тоже очень сильно боится, когда я сажусь сюда и начинаю говорить. Она помнит, как ее унижали. Она помнит, до сих пор она помнит, как ей под ноги стреляли. Когда врывались в ее дом из-за меня, из-за того, что я говорю как есть. Вот то же самое, когда мы начинаем что-то говорить, любая мелочь, даже лайк, вот если взять, например, Даудов, какой-то парень поставил дизлайк на его фотографии где-то в Инстаграм. Какое дело может быть Даудову до лайков, дизлайков? Какое ему дело? Он всего лишь поставленный чином, да, он по крови пошел, сидит. Но он даже этого дизлайка боится. Они нашли этого парня, они избили этого парня, заставили родственников извиниться за то, что их сын, возможно, он поставил этот дизлайк нечаянно. Но вот до такого состояния сегодня доведено все это. Эти люди, Кадыров, Демирханов, другие, Даудов, они все боятся правды. Как только мы будем говорить как есть, как только мы вернем себе свое нохчало, эти люди будут бояться. Наше молчание заставило их осмелеть. Заставило сделать так, что кадыровский беспредел покрыл геноцид чеченского народа в современной истории. Вот что сейчас происходит. Вот что мы должны исправить. Далтя Беркат